Итак, 10 лет Майдану и 2 года, как началась специальная военная операция на Украине. Естественно, эти события повлияли не только на ситуацию в самой Украине, но и на международные отношения в целом, на геополитические процессы на Кавказе. Вот об этом хотелось бы поговорить. Вообще, как происходящее на Украине и вообще с началом спецоперации. Что происходило у нас в Абхазии, как реагировали наши власти и вообще на безопасности в регионе, как все это отражается? Специальная военная операция, она, конечно же, не могла не сказаться на нашем регионе. Я считаю, по причине, прежде всего, относительной близости этого конфликта к нам. Кроме того, отношение к операции у нас в значительной мере она определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией. И любые изменения положения России в мире, на постсоветском пространстве и в регионе, я считаю, конечно же, непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО, насколько я знаю, хотя есть некоторые деятели общественные организации, которые, может, кто-то нейтральную, кто-то антивоенную позицию занял, но это их личное мнение. Министерство обороны в лице министра обороны, могу вас заверить, что занимает четкую позицию. Мы поддерживаем руководство Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации в их начинаниях и считаем, что специальная военная операция закончится только победой, только достижением всех намеченных планов Российской Федерации. Но наши добровольцы почти с первых дней начала спецоперации находятся на Донбассе. Да, наши представители доблестной интернациональной бригады «Пятнашка» на сегодняшний день также стоят плечом к плечу с нашими братьями на Донбассе, выполняют боевые задачи. Это как нельзя четко подчеркивает нашу позицию Республики Абхазии в отношении Российской Федерации и проводимой ею специальной военной операции. Мы уже более 30 наших земляков предали земле. Вы все прекрасно знаете. Наши бойцы, мы их с почестями захоронили, в основном, которых привозили сюда. Но эта линия подчеркивает, да, наши отношения, наше братство, наше сотрудничество. Я считаю так. Я сказала про то, что наши добровольцы участвуют в специальной военной операции уже 2 года, но и с 2014 года есть абхазские добровольцы, которые с оружием в руках отстаивают, да, права народа Луганска, Донецка. Об этом и в интервью с послом здесь на радио «Спутник» мы говорили. Он говорил о том, что посол России в Абхазии Михаил Шургалин, он говорил, что российская сторона и признательна, и благодарна за это абхазам. Мы полностью согласен. С 2014 года, да, не только с тех пор, как специальная военная операция началась, но еще и с 2014 года. А в геополитическом контексте, если говорить, за последние 2 года не раз возникал вообще вопрос о возможности открытия второго фронта со стороны Украины, особенно на первом этапе, первые месяцы после начала спецоперации. Говорили, но как складываются отношения с Грузией за последнее время? Что изменилось? Изменилось ли? Я хочу сказать следующим образом. У нас достаточно серьезно относятся к угрозе открытия второго фронта, поэтому вопросу в принципе предпринят целый ряд шагов по укреплению обороноспособности во взаимодействии, прежде всего, с нашими российскими коллегами. Наш главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия значительное внимание уделяет этим вопросам. Это прежде всего усиление оборонительных рубежей на переднем крае. И, конечно же, повышение уровня материально-технического обеспечения войск. Это повышение боевой и мобилизационной готовности наших вооруженных сил. Очень большое внимание уделяется нашим резервным подразделениям. На сегодняшний день очень частые проводимые нами учения с резервистами. По возможности наши резервисты обеспечиваются всем необходимым имуществом. И эта работа ведется с наращиванием каждый день.
А ощущаете ли вы вот после вообще начала спецоперации, что отношения с союзниками, они укрепляются еще больше? Вот о сотрудничестве, если с российской стороной говорить, о том, как общее оборонное, да, общее пространство охраняется. Вот за последнее время из таких важных новостей, касающихся обороны и безопасности, это решение открыть порт, где будут базироваться именно корабли, российские военные корабли в Очимчире. Да, в этом отношении тоже работа ведется, очень тесная работа с уже представителями военно-морского флота Российской Федерации. Соглашения, договора заключены предварительные. Работа ведется в этом отношении. Я считаю, это послужит только положительным моментом в целях и по защите нашего государства. Ну и о перспективах, если дальше говорить, мы не знаем, как и когда завершится эта специальная военная операция, но тем не менее, вот если попытаться посмотреть в ближайшее будущее, как вы думаете, вот как будут развиваться события, к чему вы готовитесь? Мы, вооруженные силы Республики Абхазия, не ослабляют, подготовку, в частности, с представителями 7-й российской военной базы, которая базируется у нас на территории. Тесное взаимодействие идет совместная подготовка, учения совместные. В этом отношении мы будем только наращивать свои усилия. А в плане каких-то прогнозов в отношении специальной военной операции мне пока сложно сказать и что-то прогнозировать, но мы абсолютно уверены, что она достигнет тех планов, которые намечены руководством Российской Федерации. Она достигнет. Рано или поздно это все реализуется. Благодарю вас за информацию, за анализ. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо.